Товарищи, Российская Федерация и Республика Татарстан понесли тяжелую утрату. На 95-м году жизни скончался герой Советского Союза Кузнецов Борис Кириллович, человек беспримерного мужества, один из самых уважаемых участников ветеранского движения нашей республики. Ул илебезнең данлы тарихы, республикабызның горурлыгы. Яшь буынга патриотик тәрбия бирүдә һәр вакыт беренчеләрдән булды. Республикабыз үткәргән чараларда, мәктәпләр оештырылган кичәләрдә дә бик актив катнашты. Его жизнь была воплощена преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, отваги и мужества. В судьбе Бориса Кирилловича отразилась судьба всей страны, ее героического поколения победителей. Дорогие друзья, наша гражданская панихида транслируется в прямом эфире телевизионных каналов. Предлагаю считать ее открытой. В адрес президента Республики Татарстан, родных и близких Кузнецова Бориса Кирилловича поступила телеграмма с соболезнованиями от имени президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Разрешите ее зачитать. В этот скорбный час примите мои соболезнования, слова участия и поддержки. Скончался Борис Кириллович Кузнецов, человек большого личного мужества, настоящий патриот и труженик, ставший в 19 лет героем Советского Союза. Борис Кириллович был ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины, а после Великой Отечественной восстанавливали разрушенные войной города, отдавали всю свою энергию развитию и укреплению страны. Жизненный путь Бориса Кирилловича Кузнецова, его смелость, неравнодушие, стремление служить людям, достойной искренней благодарности потомков и самого глубокого уважения. Владимир Путин. Слово президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Уважаемые родные и близкие Бориса Кирилловича, друзья, уважаемые наши ветераны, сегодня мы провожаем последний путь легенду Бориса Кирилловича Кузнецова, человек, который был гордостью, я думаю, не только нашей республики, нашей страны, представлял нашу республику на всех серьезных, больших мероприятиях, человек, который принимал участие в параде Победы, человек, который вместе с нами принимал участие во всех мероприятиях, которые мы проводили. Мне посчастливилось как бы близко его знать, общаться в разных формах. И, конечно же, была такая мечта, чтобы Борис Кириллович как бы отметил столетие. И он сам был очень живой. Мы совсем недавно с ним еще встречались, общались. И не было вот никаких признаков, что Борис Кириллович так быстро может уйти. Но сегодня мы провожаем этого великого человека, который уже память о нем носят две наши школы, есть чемпионаты, есть много мероприятий, связанные с Борисом Кирилловичем. Мы, конечно же, всегда будем помнить о Борисе Кирилловиче.
то, что он принимал, то, что он был открыт, как его любили и взрослые, и дети, это, конечно, надо быть таким уникальным человеком. Это невосполнимая утрата для нашей республики. И я глубоко соболезную всем близким, родным, друзьям Бориса Кирилловича. И хочу сказать, чтобы хайырлы сағатта болсын, ауыр туфрақлар жеңіл болсын, Борис Кириллович, орныңыз ұжмақта болсын, чтобы вот этот добрый, хороший человек остался в нас в памяти навечно. В Республике Татарстан в связи с кончиной Кузнецова Бориса Кирилловича поступают телеграммы, и в первую очередь от Министерства обороны Российской Федерации, и разрешите ее зачитать. От имени личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и Главного военного политического управления Вооруженных сил Российской Федерации примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной на 95-м году жизни Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Лаишского района Кузнецова Бориса Кирилловича. Последний Герой Советского Союза Республики Татарстан, получивший это высокое звание в феврале 1944 года за форсирование реки Днепр и в боях по расширению плацдарма на правом берегу. Участник исторического парада Победы 24 июня 1945 года. Человек, внесший значительный вклад в послевоенное строительство ради объектов промышленности Татарстана, многолетний участник ветеранского движения и активный участник работы с молодежью. Все эти этапы биографии Бориса Кирилловича вызывают величайшее чувство искреннего восхищения и сопереживания за те события, и в то время участником которого он являлся. Вся жизнь Бориса Кирилловича является образцом выполнения воинского долга и трудового подвига на благо восстановления и укрепления авторитета и величия Республики Татарстан. Светлая память о Борисе Кирилловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Картопалов. В то же время, уважаемые коллеги, поступили телеграммы с соболезнованиями от полномочного представительства президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. Также телеграмма поступила от командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Лапина. Слово для выступления представляется председателю Комитета Республиканской общественной организации ветеранов Союз ветеранов Республики Татарстан генерал-майору Юлашеву Ахату Гайнуловичу. Уважаемые родственники, родные, прежде всего хотелось выразить вам наше искреннее уважение и соболезнование в связи с несвоевременной, будем говорить, кончиной нашего большого друга. Весь жизненный путь этого замечательного бойца, это человека, который в годы Великой Отечественной войны совершил подвиг, защищая нашу Родину. Этим заслужил высокого звания Героя Советского Союза. Его жизненный путь – это пример для всех нас, особенно для подрастающего поколения. Борис Кириллович, закончив боевую службу, вернулся и выполнял свой долг
по укреплению экономики республики. И вместе с тем, когда стал вопрос Коммунистической партии Татарстана о создании в республике Комитета ветеранов войны по решению Советского комитета ветеранов войны, в республике была создана Казанская секция Советского комитета ветеранов войны. Борис Кириллович с первых дней, во-первых, он это воспринял, так будем говорить, торжественно, и с первых же дней включился в активную работу ветеранской организации. Им было пройдено много по республике со своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне и тех примеров героизма на фронтах наших татарстанцев. Борис Кириллович считал своим долгом и принимал активное участие в работе ветеранской организации, являясь несменным членом президиума организации. Он очень болезненно воспринимал социальные вопросы, если где-то не удовлетворены наших фронтовиков. Постоянно напоминал об этом. А самое главное в его жизни, особенно здесь у нас, это была патриотическая работа. Как он сумел горячо, доходчиво разные категории людей преподнести необходимость защиты Родины непосредственно на призывных пунктах, в военкомате, в школах, во всех других учебных заведениях. Он горячо выступал и призывал всех выполнить свой долг по защите Отечества. И в завершение хотелось бы отметить его личные качества. Это оптимист, это веселый, такой достойный уважения, радостный человек, который всегда идет с уважением, воспринимает все и готов любому оказать помощь и выполнить все, что его попросит. Поэтому, провожая его последний путь, мы, ветераны, конечно, большую потерю принимаем. Нам будет не хватать его повседневной нашей деятельности. Но мы заверяем, что мы свою задачу выполним, а тебе, Борис Кириллович, спокойно спать, а родителям твоим наше высокое соболезнование примите и уважение. Спасибо. Слово для выступления предоставляется герою Российской Федерации, председателю общественной организации «Герои Татарстана» Хайруллину Газинуру Гарибзяновичу. Уважаемые родные и близкие Бориса Кирилловича, уважаемые участники траурного мероприятия, в нашей общественной организации было 9 героев Советского Союза. К большому сожалению, мы сегодня прощаемся с нашим последним героем, Кузнецовым Борисом Кирилловичем. Для нас это, для общественной организации, это для всех героев, это большая утрата. Действительно, он был уникальным человеком, самым активным членом нашей общественной организации, наша изюминка, наша звезда, в большом смысле слова. Все вы прекрасно знаете, что Борис Кириллович очень любил общественную работу, участвовал во всех общественных мероприятиях, очень любил выступать перед молодежью, перед студентами, перед школьниками, перед курсантами, перед кадетами. И я думаю, что
Он был примером и образцом для молодежи, образцом мужества и героизма. В том плане, потому что все прекрасно знали, молодежь, слушая его, что он в 17 лет получил такое высокое звание Героя Советского Союза и победил фашизм. Это был ярким примером, конечно, для молодежи. Его очень сильно не будет хватать для нашей организации. Я хочу сказать, это не громкие слова, он был действительно истинным патриотом нашей Родины, патриотом Республики Татарстан, я так считаю. Выражаю свои искренние соболезнования от всех героев Татарстана, родным и близким. Я даю слово, что мы оправдаем. Пускай его с нами не будет, но мы будем все делать, чтобы оправдать его доверие для нашей общественной организации. И, пользуясь моментом, хочу большое спасибо сказать нашему президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за его теплые отношения к героям Татарстана и персонально Борису Кирилловичу Кузнецову и за организацию похорон. Хочу сказать, Борис Кириллович, спите спокойно, покойтесь с миром. Слово предоставляется генеральному директору публичного акционерного общества Таттелеком Нуруддинову Айрату Равкатовичу. Вчерашнее известие о кончине Бориса Кирилловича все сотрудники, многотысячный коллектив Таттелекома воспринял с глубокой скорбью, но, как и, впрочем, все связисты и Республики Татарстан, и Российской Федерации. Борис Кириллович в период Великой Отечественной войны был связистом и в 17 лет возглавил отряд. И в боях за битву за Днепр, это одна из самых таких тяжелейших битв после Сталинградской, где участвовало 4 миллиона солдат и погибло с каждой стороны по 500 тысяч. На него была возложена задача обеспечения связью между двумя берегами Днепра. Он до 3 километров достигал. И осень, октябрь 1943 года, он, по сути, не имея плавсредств самодельных, обеспечивал прокладку кабеля и связь между артиллерийской батареей и передовыми отрядами. И одна из, по сути, огромный вклад внес в организацию плацдарма. И, я думаю, немалый вклад в победу в целом в этой битве. Абсолютно самоотверженный, конечно, геройский поступок, и он именно этот поступок и послужил одним из причин, что в 17 лет он стал самым молодым героем Советского Союза. И к 70-летию победы Великой Отечественной войны коллектив Таттелекома установил памятник связистам. Это образ солдата, несущий катушку. И вот именно прообразом вот этого героя послужил Борис Кириллович, уже увековеченный, да, по сути, вот в этом памятнике, который служит примером для всех нас. Борис Кириллович был удивительным человеком, потому что он был очень жизнерадостным, позитивным и, знаете, очень огромным патриотом. И вот все его встречи многочисленные с нашим коллективом, он был другом Таттелекома, они очень вдохновляли наш коллектив и служили вот этим примером безмерного подвига и желания служить стране, своей республике. И, конечно, кончина, она для нас является тоже большой утратой. Я от имени коллектива выражаю глубокие соболезнования и близким, и всем, кто он знал, и в первую очередь родственникам, с своей стороны, нужно поддержим. Борис Кириллович, мы в наших сердцах, в нашей памяти вы навсегда останетесь как образом и примером настоящего служения Родине. Спасибо. Слово предоставляется директору Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Кузнецова Бориса Кирилловича Юнусову Раису Шагетовичу.
Уважаемые присутствующие, уважаемые родственники и близкие Бориса Кирилловича, огромное горе постигло нас и привело сегодня в этот траурный зал. Чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем в последний путь дорогого нам человека, героя Советского Союза, полковника, участника Великой Отечественной войны Бориса Кирилловича Кузнецова. Скорбят школы, учащиеся, родители, сотрудники школ. Школы осиротели. Борис Кириллович для нас был не только символом эпохи, но и учителем, другом, человеком, которого всегда ждали, ценили и любили. Каждый его приход в школу был праздником. Борис Кириллович всегда завоевывал симпатии людей своим умением понимать, поддерживать. Он был человеком энергичным и незаурядного ума. Он всегда помогал нам и очень много сделал для нас. Мы рады, что он был в нашей жизни, потому что он принес в нее много света, тепла и добра. Помним вас, Борис Кириллович, любим и скорбим. Мы гордо и с честью и достоинством будем нести ваше имя на знамени Казанской кадетской школы-интерната. Товарищи, в завершение нашей гражданской панихиды от имени Республиканской комиссии по организации похорон Героя Советского Союза Кузнецова Бориса Кирилловича мне хотелось бы поблагодарить всех присутствующих за то, что смогли воздать последние почести герою, имя которого навсегда вписано в историю нашей страны и нашей республики. Выражаю самое искреннее соболезнование супруге Бориса Кирилловича, Альфе Султановне, и желаем ей скорейшего выздоровления, ее дочери Наталье Борисовне и всем родным и близким. Мы склоняем голову перед героем. Светлая память о Кузнецове Борисе Кирилловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Предлагаю завершить гражданскую панихиду. Всех желающих принять участие в церемонии захоронения на Арском кладбище предлагаю воспользоваться автобусами. Спасибо большое. Бигзор Рахмат.
Стой пока, стой. Если что, потом вот замок.
Там, мне кажется,